В рамках проекта местный дом культуры партии «Единая Россия» в текущем году предстоит отремонтировать Абызовский СДК. Отметим, что указанный проект направлен на ремонт и обновление оборудования сельских клубов и домов культуры в городах с населением до 50 тысяч человек. С ходом ремонта Дома культуры ознакомилась начальник отдела культуры по делам национальности, физической культуры и спорта администрации района Ирина Алексеева. Глава администрации Апнерского сельского поселения Геннадий Арбузов рассказал о том, какие виды работ ведутся в настоящее время в клубе. На ремонт ДК заключен муниципальный контракт на общую сумму 2 миллиона 826 тысяч 400 рублей. В том числе 2 миллиона 309 тысяч 100 рублей выделены из федерального бюджета, остальная часть из республиканского и местного бюджета. Глава поселения отметил, что в клубе сейчас проводится замена старых окон на пластиковые. Между первым и вторым этажами установлены новые лестничные перила. В некоторых кабинетах на втором этаже отремонтированы полы и стены. Выполнена отмостка по периметру здания. Предстоит также ремонт цоколя, крыльца, потолков, замена дверей и так далее. Есть и вопрос, требующий разрешения. Зданию необходима дренажная система для отвода воды от фундамента. В подвальных помещениях стоит вода, что способствует износу фундаментного основания. Ирина Алексеева предложила сделать смету и проект по дренажной системе для изыскания финансовых средств. Вурнарский район с рабочим визитом посетили два вице-премьера, возглавляющих отраслевые министерства Сергей Артамонов и Алла Салаева, а также глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков. Гости ознакомились с деятельностью предприятия перерабатывающей промышленности АО «Вурнарский мясокомбинат». Их встречали депутат Государственного совета Чувашии, президент агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат» Юрий Попов, председатель совета директоров АО «Вурнарский мясокомбинат» Владислав Попов, глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. В начале министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов и министр образования и молодежной политики региона Алла Салаева побывали в цехах предприятия, ознакомились с производством колбасных изделий и консервов. Руководители предприятия подробно рассказали о технологии производства мясных и колбасных изделий. В одном из цехов прямо на месте была продегустирована ливерная колбаса. Вице-премьер Алла Салаева высоко оценила продукцию вурнарских производителей. Она похвалила ее за качество и вкус изделия. Следует отметить, что на сегодняшней встрече с коллективом речь в основном шла о развитии сельских территорий, инфраструктуры сел и деревень района. Алла Леонидовна подчеркнула, что в первый раз с вурнарами она познакомилась в прошлом году в связи с ситуацией по Вурнарской СОЖ номер 1. Она отметила, что благодаря этому инциденту с подрядчиком, затянувшим ремонт школы вплоть до начала учебного года, возникла твердая уверенность в том, что к проведению ремонтных работ в учреждениях образования необходимо подойти комплексно. Она отметила, что благодаря этому инциденту с подрядчиком, затянувшим ремонт школы вплоть до начала учебного года, возникла твердая уверенность в том, что к проведению ремонтных работ в учреждениях образования необходимо подойти комплексно. Вместе с ремонтом необходимо уделить внимание и благоустройству территории, созданию комфортных условий как внутри, так и снаружи здания. Вице-премьер подчеркнула, что в настоящее время школы и детские сады ремонтируются с учетом того, чтобы они прослужили еще много лет. Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов добавил, что развитию сельских территорий в последние годы уделяется пристальное внимание. Действуют различные программы и формы поддержки жителей села. Можно, например, проживая в сельской местности, стать фермером. Для этого в регионе есть школа фермера, которая готовит специалистов по следующим направлениям: ягодоводство и сыроделие. Глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов рассказал о развитии района в целом. Он отметил основные приоритеты развития, начиная от дорожной до социальной инфраструктуры. Андрей Владимирович подчеркнул, что район в текущем году выиграл грант в размере 10,5 миллионов рублей, который будет направлен на ремонт дороги и строительство тротуаров по центральной улице Советской. Также в поселке активно благоустраивается парковая территория возле районного дома культуры. Планируется строительство пристроя Вурнарской СОЖ номер 1. На встрече с рабочим коллективом предприятия не обошли стороной и тему вакцинации от коронавирусной инфекции. Высокие гости еще раз подчеркнули, что эффективной защитой от этой коварной болезни все же является прививка. Они также отметили, что прошли все два этапа вакцинации без каких-либо побочных действий и рекомендовали работникам коллектива привиться, чтобы создать коллективный иммунитет, сберечь себя и своих близких. В День семьи, любви и верности в Ермошкинском сельском поселении состоялось чествование семей, проживающих бок о бок, душа в душу 50 и более лет. Праздник местного значения прошел на поляне рядом с сельским домом культуры. Туда собрались жители поселения, а также виновники торжества. Праздничное мероприятие началось с исполнения родных чувашских песен, в которых основными темами стали семейные отношения, уважение и почитание старшего поколения, любовь к своим родным и близким. Ведущие мероприятия напомнили, что сегодня в России большой праздник
праздник, посвященный прекрасному союзу двух людей, ставших символом крепких семейных уз, взаимопонимания и согласия, преданности и добродетельной жизни. В этот день все православные христианства почитают святых Петра и Февронию, жизнь которых стала примером любви и верности для всех семейных пар. Владимир Свешников искренне поздравил жителей поселения с праздником, а также семьи, представленные на сцене. Пожелал им крепкого здоровья, благополучия, взаимной любви и верности, воспитания достойных детей и внуков. Он подчеркнул, что с семейными узами и сам связан уже 41 год, что, несомненно, является доказательством ее крепости. К поздравлениям также присоединились глава администрации Ермошинского сельского поселения Андрей Яковлев, депутат районного собрания депутатов Георгий Сорокин. На сцену торжественно поднялись представители семей, чей стаж насчитывает 50 и более лет. Супружеским парам были вручены памятные подарки в честь праздника с теплыми словами пожеланий. Праздник удался на славу. Прекрасное настроение и часы радости жителям поселения подарили коллективы Ермошкинского СДК. В день святых апостолов Петра и Павла храм Покрова Пресвятой Богородицы села Калинина посетил митрополит Чебоксарский и Чувашский высокопреосвященнейший Савватий. На Вурнарской земле в храме его встречали настоятель церкви села Калинина отец Сергий, глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов и прихожане. В храме высокопреосвященнейший Савватий провел божественную литургию в честь православного праздника. День святых Петра и Павла считается одним из наиболее важных христианских праздников, относится к числу великих. Празднику предшествует Петров пост, что подчеркивает его значимость в богослужебном годовом круге. Установлен в память о перенесении мощи апостолов. Рассматривается как день их общего мученичества. Петр, ближайший ученик Христа и проповедник Слова Божьего, был первым епископом Рима, совершил большие чудеса, мертвых воскрешал, исцеляя больных. За веру Христову принял мученическую смерть. Петра распяли на кресте вниз головой. На Руси святой апостол Петр пользовался всегда особым почитанием. Согласно народным поверьям, у него ключи от Царства Небесного, которыми Петр открывает и закрывает врата рая. До того, как обратиться к вере, Павел был гонителем христиан и именовался Савол. К апостольству его призвал сам Господь. Павел распространял веру Христову, за что перенес много страданий и был обезглавлен. В народе считается, что этот святой управляет пожарами, громом, наводнениями и градом. Не успели оглянуться, а уже пришла пора убирать выращенный урожай. В агрофирме «Сонары» первыми в районе приступили к уборке гороха. На поле выехали 3 комбайна, за штурвалами которых опытные механизаторы. Площадь убираемого поля гороха сорта «Оксайский» 55 составляет 33 гектара. Перед тем, как начать работу, механизаторам были высказаны напутственные слова перед уборкой. Руководитель хозяйства Андрей Петров подчеркнул, что с этого дня начинается ответственная и напряженная пора для всех работников хозяйства. Выращенный урожай необходимо собрать без потерь и в положенные сроки. Для выхода на поля техника подготовлена основательно. Успешно прошла технический осмотр. Механизаторы также знают свое дело в уборочной страде, принимают участие не первый год. Андрей Робертович пожелал им крепкого здоровья, терпения в этот нелегкий период, а также безопасной уборки урожая. Глава администрации района Андрей Тихонов лично прибыл на поля хозяйства и пожелал всем успехов и благоприятной погоды в период уборочной страды. Первый заместитель главы администрации района, начальник отдела сельского хозяйства и экологии Вячеслав Горбунов отметил, что в текущем году хозяйством района предстоит убрать почти 20 гектаров зерновых культур. Такого небывалого урожая, как в минувшем году, не ожидается. Тем не менее, все, что выращено, необходимо собрать без потерь. Вячеслав Анатольевич также подчеркнул, что хозяйствами района всего посеяно 500 гектаров гороха. Он выразил уверенность, что погода будет благоприятствовать уборке урожая.